Друзья, всем Алена, привет! вітаю. Витаю, Марк. Сегодня с вами я, Лена Васильева, и Марк Гордиенко. Мы рады вас приветствовать. Друзья, слава Украине! Героям слава. И мы сегодня с вами будем в течение часа рассуждать, показывать вам новости, которые к данному моменту произошли за последние сутки, за последние часы. Ну и, собственно, говорить об этом. Как ты? Нормально, ну как. Ну, Как мы все? как мы все, у всех Смотри, все нас... по-разному, да. Знаешь, когда сравниваешь свои какие-то проблемы и беды, сегодня есть люди, у которых беда, поэтому как-то так. Мир после 24 февраля сильно поменял свои, так сказать, критерии и свою собственную самооценку ты тоже сильно меняешь. Поэтому и мир вместе с тобой меняется, поэтому нужно каким-то образом пытаться меняться вместе с этим миром. Только, только изменение, встраивание в эти новые реальности, так сказать, э, понимание себя в этих новых реальностях, это может привести к какому-то равновесию и успеху. А без этого жить прошлым бесполезно. Будет депрессия и проблемы. Так что нашим зрителям хочу Ну, сказать, нужно принять то, что происходит. Принять то, что происходит, и жить в этом. Да. Но, тем не менее, ты знаешь, я решила начать как раз... Вот ты сейчас говоришь о депрессии, и это вгоняет в депрессию, безусловно, но я надеюсь, в депрессию такую, знаешь, созидательную, то, о чем мы говорили, ненависть, которая которая в итоге концентрирует энергию для отпора. Сейчас, одну секундочку, мне тут... Ты пока будешь выгонять собаку, я попрошу показать пятую фотографию. 10 самых кровавых терактов России в Украине. Солнышко, ты можешь что-то сделать? Но у меня же прямой эфир идет. Ну. Пятое. Я зачитаю. Винница. Центр города. 14 июля. 24 погибших, включая 3 детей. Кременчуг. Торговый центр Амстор. 27 июня. Погибли 22 человека, ранения получили 59 человек. Часов Яр. Пятиэтажный жилой дом. 9 июля. 48 погибших, включая ребенка. Мариуполь. Драмтеатр. 16 марта, по данным Associated Press, погибли 600 человек. Школа искусств. Там прятались около 400 человек. Сколько погибли, неизвестно. Роддом. 9 марта. 3 человека погибли, включая беременную девушку. 17 пострадали. Одесса. Жилая многоэтажка и военный объект. 23 апреля погибли 8 человек, включая младенца. Около 20 получили ранения. Также обстреляли Сергеевку, базу отдыха и жилой дом. 28 июня погибли 20 человек, включая ребенка. 38 пострадали. Луганская область. Школа в Белогородке. В Белогоровке. 7 мая предварительно 60 человек, которые прятались там от обстрелов, погибли. Краматорск. ЖД вокзал. 8 апреля погибли более 50 человек, среди которых 5 детей. Еще 98 получили ранения. Харьков. Центр города. 1 марта. Погибли 29 человек. Также 27 июня обстреляли Северную Салтовку и Немышлинский район. Погибли 9 человек, ранены 29. Чернигов. Очередь за хлебом. 16 марта погибли 14 человек. Николаев. Здание ОГА. 29 марта 37 человек погибли. Вот такой рейтинг невеселый самых масштабных зверств против цивильного населения. Я знаю, что прокомментировать это невозможно, поэтому мы идем дальше. Мы это помним, и... Марк, пропал звук. Не слышно меня? тебя. О, сейчас слышно. Сейчас все нормально. Ну, давай к новостям текущим. Сегодня ты, наверное, уже это слышал. Я думаю, что слышали все. У нас есть третье видео,
как в Греции, к несчастью, разбился самолет, наш украинский самолет. Ты в курсе сегодня или не смотрел еще Нет, новости? нет, не Нет? смотрел. Ну, смотрел, не Сейчас, попадались. сейчас мы покажем видео, но я вкратце. В Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12. По информации греческой корпорации телерадиовещания ЕРТ, борт летел из Сербии, был загружен боекомплектом. После падения, по словам очевидцев, около часа были слышны взрывы. В самолете было 8 человек экипажа, по предварительным данным они погибли. Служба гражданской авиации заявила, что, скорее всего, загорелся один из 4 двигателей самолета. Пилот подавал сигнал бедствия. Ан-12 упал на кукурузное поле, поэтому пострадавших среди местных жителей нет. И у нас, соответственно, есть видео, которое снято греками. Мы можем его показать. Третье. Κουμπάρε θα πες το αεροπλάνο. Στα σπίτια μέσα. Έπεσε. Κουμπάρε θα πες. Δεν προλαβαίνεις κουμπάρε. Οχ, 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 οχ. Οχ, 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 οχ. Ποιος σκότωσε ρε παιδιά. Οχ, παιδιά. Και φωτιά. Οχ, Παναγία μου. Πάμε να δούμε. Πω. Λες να έχεις σπίτι εκεί, Ναι. Σταυρό. Вот так. Да. Какая-то сегодня неделя тяжелая вообще. Много таких новостей. Неделя, конечно, непростая, но это ожидаемо в силу того, что, помнишь, и заявление Зеленского о контрнаступлении, и, естественно, Москва будет пырхаться и что-то давать в противовес. Этому в том числе вот сегодня, сейчас, секундочку, я сразу хочу найти фотографию. Вторая фотография. Карта. Путин приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успехов России в таких условиях. ICView, я не знаю, ISView читается этот институт, достаточно известный институт, на который постоянно идут ссылки. Институт изучения войны. Ну и сегодня уже это прокомментировал и Резников и так далее. Сил у них мало, но истерика продолжается, как и попытки стянутой силы в восточном направлении, на восточном направлении. Об этом сегодня нам сказала Министерство обороны Великобритании. У нас 7-я фотография, и сейчас я скажу об этом подробнее. Мы с тобой как раз можем обсудить, потому что вот, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины, что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны Сбройных сил Украины. Вот об этом как раз сообщает твит, и дальше там по твиту есть сообщение, это я кусочек поставила. Твит Министерства обороны Великобритании. Ну вот, что вы думаете? Марк, Ну, что вы думаете? понимаешь, у Путина, Прокомментируй мы свои понимаем, мысли. стратегия сейчас очень понятная, простая. Это война на истощение Украины, на усталость Европы и на попытки каким-то образом вот эту усталость Европы и, так сказать, проблемы, которые возникают в Европе у различных, так сказать, правительств и государств в связи с тем, что идет инфляция, и люди, скажем так, становятся беднее, им сложнее жить в европейском, так сказать, сообществе, да и то же самое в США, и как-то потом это все разменять. Поэтому он будет непрерывно, у него достаточно сил для того, чтобы непрерывно нас, так сказать, на тех рубежах, которые он занял, на одних поддавливать, на других постоянно нас обстреливать ракетами. То есть он в эту игру
готов играть долго. Деньги у него есть, ресурсы у него еще очень достаточно. И мы убедились, что те санкции, которые ввели страны, они не действуют в том режиме, как их, помнишь, называли первые недели, что мы введем убийственные санкции для России и все остальное. Санкции все оказались неубийственные. Почему? Потому что главный денежный поток от нефти, он не перекрывается и не перекроется в ближайших несколько лет. То есть он будет как бы уменьшаться, но так как они пытаются диверсифицировать, и опять же Запад где-то идет на компромиссы и уступки, как мы видим с проблемой газа, да, сняли санкции по поводу турбины. Вот это для него был очень хороший такой знак, что вы мне санкции, а я вам останавливаю газовый поток, а вы видите, прогнулись и все-таки дали возможность эту турбину из Канады там привезти, поставить и так далее. То есть он как такой, знаешь, ну как бы это какую-то аналогию привести. Человек, у которого сформирована своя абсолютная... Ну, в чем сила Путина? У него сформирована его идеологема, пусть в его собственном уме. Он этой идеологемой облучает то население, которое у него находится. Денег у него хватает, чтобы это население кормить, и это население привыкло жить в какой-то бедности и убогости. А тут им предлагают, так сказать, эту бедность и убогость променять на автомат и возможность грабить богатую Украину. Плюс еще под идеей, что мы восстанавливаем русский мир и воюем, так сказать, со всей цивилизацией. Это, поэтому у него достаточно сильные позиции, это нужно понимать. А с другой стороны, ему противостоят коалиция демократических государств. С одной стороны, это очень хорошо, да, мы это понимаем. А с другой стороны, коалиция демократических государств – это такое образование, которое подвержено очень многим проблемам. Это не коалиция диктатур, да, где как скажут, так и будет. Потом, если на раз произошла революция, как там, предположим, в Румынии, да, или там, где там у них было, захватили восставшие люди, там, по-моему, в Шри-Ланке или где там, этот дворец. Но до этого нужно дойти. Да, до этого нужно дойти. Поэтому он считает, что карты у него очень неплохие, хорошие. У него есть поддержка населения, мы четко понимаем. У него нет вообще никаких, так сказать, противников внутри страны. И перед ним люди, которые, ну как сказать, лидерство Европы, оно в течение 30 лет и США терялось, каждый раз уступая тиранам по чуть-чуть. Мы видим, что проблема европейских государств в том, что у них фактически нет армий, вот, которые готовы вести вот такую войну. Они готовились к каким-то войнам непонятным, каким Европа, типа борьба с терроризмом, там, с какими-то такими вот организациями, ну пусть даже типа ИГИЛ. А они себе не представляли, что они могут втянуться в войну по формату Второй мировой. И вот сейчас эта война происходит, и мы видим, что Бундесвер фактически был Меркель и правящей партии разоружен, да, из 26 бригад у них осталось 6. То же самое во всех остальных европейских странах. Фактически вооруженных сил нет, есть только какие-то силы специального назначения, такого себе. Есть современное оружие, которое превосходит русское оружие, но его мало. И вот теперь они понимают, что это оружие все нужно отдавать нам. И вот тут у них дилемма. Они что-то отдают, а нужно отдавать все больше и больше, начать его производить. То есть ситуация такая, что Путин втянул в свою повестку дня, вот в чем мы такое вот
должны понимать, что Путин втянул в свою повестку дня, он сегодня, так сказать, ведет игру. Не США с Европой ведут игру, и мы, а Путин ведет игру. И нужно искать возможности эту игру переломить и диктовать свои правила. Один из вариантов, который все рассматривают, это победа на поле боя, как они говорят. И это правильно, мы это доказали, что мы это можем сделать. И поэтому сегодня все равно мы видим, что поток оружия нам идет, пусть не в таком виде, как мы хотели. Надеюсь, что Слушай, США Ленд-Лиз все-таки... еще не начал работать в полной мере. Да ты понимаешь, вопрос же ленд-лиза, ленд-лиз это деньги. На эти деньги нужно что-то купить, то, что нам нужно. Скажем, там все этой гуманитарки там, и закрытие нашего бюджета – это один вопрос. Но базово нам нужно оружие. Надеюсь, что США начнет нам поставлять вот этих химмерсы, которых у них много. Но они, так сказать, они очень сильно укрепят наши вооруженные силы, да, какой-то паритет. Но это не то стратегическое оружие, которое сможет сломать хребет Путину. То есть это возможность бить по его складам, по штабам. Но они там тоже не дураки, будут пытаться каким-то образом этому противодействовать. Они там в своих пабликах чешут Речь свою же идет репу. не только... Подожди, речь же идет не только о Хаймерсах. Там же сейчас очень много, все, что связано с системой ПВО, защитой неба и так далее, Да, поступает. да, и это все может устанавливать какой-то паритет на поле боя, да. Но где мы сегодня проигрываем за счет огневой мощи русских, у которого этого старого советского барахла еще навалом, и они могут воевать очень долго. Мы себя не должны утешать тем, что там они не могут их производить и все остальное. Они будут, у них на складах еще достаточно всего этого смертоубийства. Поэтому Прости, что тебя перебью, буду стараться, знаешь, в противовес да. Оптимистическую точку зрения. Я просто помню, на прошлой неделе публиковались данные о том, что вот то, что у них есть, заметь, я смотрю источники информации, связанные обязательно с официальными джерелами, да, там, СБУ, повітряные силы, и так, ну и прочее, разведывательное управление, что по оценкам наших специалистов, у них вот этого дерьма хватит, ну, с такими темпами до конца года. Вчера показали, или позавчера, репортаж по рашковскому телевидению, появился в наших чатах, о том, как они уже пользуют системы сталинские, как она, не помню, называлась, 50-го года, минометные. Понимаешь? То есть мы же видим, что они достают из загашников, ну такое дерьмо, которое, подожди, оно есть, но оно не может противостоять современному оружию западному. Уж ну никак. Оно не может. Проблема. Оно не может, но оно противостоит. И вопрос в том, что наши войска еще не насыщены этим западным оружием. Да? Слышно? Угу. Слышно, это у меня сегодня почему-то отключается свет, поэтому это у меня лампа просто гаснет. Так что простите. Я просто хочу сказать, что ситуация, вот если говорить за то, что происходит в путинской голове, да, в его голове все идет, как он говорит, по плану. В общем-то, все идет отлично. Но у него не получилась спецоперация. Говорить, что он может все что угодно. Он не может не видеть проигрыша России и той катастрофы, в которой он оказался. Поэтому нет, что он будет это говорить? Стратегически Россия проиграла, это 100%, мы это понимаем. Наша задача и всего мирового сообщества сделать так, чтобы этот проигрыш произошел как можно быстрее, как можно с меньшими жертвами для наших людей и для всего цивилизованного мира. Вот в чем вопрос. Поэтому чем быстрее будут приняты правильные решения Запада, не растягивать эту войну, не идти с ним на какие-то компромиссы. Все это оттягивает его, так сказать, крах. Моя позиция вот в этом. Стратегически мы
мы выиграем. Мы совершаем чудо каждый день, наши сбройные силы совершают чудо каждый день. Запад проснулся и понимает, с каким монстром он столкнулся и какие вызовы перед всей западной цивилизацией стоят, что это идет борьба между диктатурой и, так сказать, демократией, вот по большому счету. Вопрос просто в том, чтобы насколько это будет тянуться и затягиваться. Я только об этом хочу сказать. Поэтому Мгм. вот повестка, как быстрее вот этого Кощея задавить, это очень важно. А если с этим Кощеем как бы играться и вот размышлять и давать ему свободу действий, то это все приносит огромное количество жертв. У нас каждый день А вот гибнут наши люди, самые лучшие, светлые ребята. У нас страдает экономика, огромное количество людей, которые не готовы к таким вызовам психологически, болеют, депрессии там, и все остальное. Я все это тоже наблюдаю. Поэтому и тут еще другая штука, вот о чем хотел сказать. Смотри, очень важно такую вещь нам понять. Ну вот, например, мгм. простой пример. Десятилетиями идет война между там, Турцией, турками и курдами, да, там у них какие-то споры и все остальное. Мы про это как-то так слышим в новостях, где-то там далеко, и, в общем-то, вообще не понимаем на самом деле, обычный человек. Из-за чего там, почему там какие-то там границы, курдское государство, целый ворох проблем, который нам не интересен. Не то, что не интересен, но не интересен. А почему не интересен? Потому что вот я мостик к нам перебрасываю на нашу ситуацию, позицию. Нам нужно четко выработать вот глобальную мировоззренческую оценку этой войны, не конфликта, а этой войны. И эту мировоззренческую повестку сделать основным концептом, о котором мы все будем говорить. А потом от этого концепта построить стратегии, за какой мир будет после Путина. Какой мир мы должны сейчас строить по всей планете. Вот это задача мировых, так сказать, организаций мировых лидеров. И какой мир мы будем строить в Украине. И насколько Украина будет встроена вот в этот мир. Без вот этой концепции, которая будет понятна всем в Европе, в США, людям, которые могут чем-то, скажем так, понимать, какой-то части граждан, которые как бы определяют политический вектор и социальный вектор в своих странах. Вот этого концепта нет, да. У нас пока просто концепт нужно отбиться, нужно выжить и нужно Путина задавить. Но это играет на... Я к чему это говорю, что это Мгм. концепт правильный на первые месяцы войны, когда мы поражаемся от этих всех ужасов и сплотились и со своей местью и ненавистью отбиваемся. Но если мы не предъявим глобальную повестку всего этого, то может наступить вот эта вот усталость, потому что вопрос, за что мы боремся, против кого мы боремся, и что мы Слушай, можем предъявить я тебя по понимаю, но большому я счету. тебя понимаю, но мне кажется, что концепт в принципе готов, он озвучивается. Ну, Ну давай, скажи, я его вижу. Понимаешь, ну, скажи. Украина в целом, да, заявила свои европейские устремления. Ты же не будешь с этим спорить? Нет, ну, в целом, да, ну, во всяком случае, на уровне руководителей. И нет никакого противодействия тут общество за в целом. Украина заявила свой пронациональный курс, она заявляет его давно. И проевропейский, с сохранением и с развитием собственной национальной самоидентичности. Ну, мне кажется абсолютно четко, что Украина показывает себя на стороне цивилизации. Европейской. Нет, Европейской это мы цивилизации в целом. понимаем. А какой... И развал восточного соседа, ну, максимально. Как желание, развал как империи. Мне кажется, что Понимаешь, все это тоже по большому счету заявлено. это заявлено, но это не, как мой ребенок говорит, это не вау-эффект. Это заявленные банальные вещи, которые
были нам понятны. Мы стремимся в европейское сообщество, причем тут возникает несколько всяких разных вариантов этого стремления, потому что европейское сообщество крайне разное, да, и у нас возникает еще, скажем, там колебания, может быть, насколько нам нужно полностью вступить в Европу, или, может быть, нам заключить, потому что пока мы будем вступать, это процесс, или, но это важно. Мы Мгм. начали вступать, мы уже встроились в эти правила, и это очень правильно, тут вообще нет никаких сомнений. Просто пока будет этот процесс идти, будет же идти и война, и будет много чего меняться. Но сама Европа тоже находится в кризисе. Вот что нужно понимать, как бы это ни говорили. И этот кризис, эта война сегодня показывает. Европейский кризис, ну вот то, о чем я согласен полностью там с нашими людьми, которые, вот, например, Дацюк, это баурмейстер, наши философы говорят, что Европа находится в кризисе своего мышления и самоидентификации и шага в будущее. Вот застряла Европа. То есть Европа со своими ценностями, она фактически привела к войне с Путиным. То есть Путина вся Европа и США Да. так сказать, толерировали. Мгм. И вот сегодня мы вынуждены воевать и платить за это своей кровью. Сегодня Европа нам союзник, и это правильно, но теперь мы должны понять, какой будет следующий шаг после победы и Европы, и Украины. Шаг в будущее. Вот это проблема, понимаешь? Потому что без этого у нас будет конфликт. Посмотри, на что Путин рассчитывает. И это G20 это очень сильно показало, что лидеры Мгм. G7 высказались четко и понятно всем своим поведением по отношению к Путину, а остальные страны G20, они, так сказать, заняли нейтрально-благожелательную позицию по отношению к Путину, ну, условно говоря, как минимум нейтральную. Ну, а в этой войне, если ты занимаешь нейтралитет, то ты понимаешь, что ты все-таки на стороне агрессора. Там Конечно, конечно. в разной степени. И мы это увидели. Он на это делает ставку. На остальные, там, G13, которые объединяют огромные мировые экономики, как они говорят, ой, у вас там Европа, но посмотрите, если посчитать по головам, то за Россию больше стран, которые, так сказать, находятся в нейтралитете или как бы так тихонечко ее поддерживают. Но это будет меняться. Смотри, а ты ж А чтобы правильно это как-то менялось, сказал. смотри, Ален, чтобы это менялось, им козыри, которые, ну, не, условно говоря, козыри, а то, что мы показываем вот в твоем репортаже, сколько у нас детей погибло, сколько у нас людей Да. погибло и все остальное. Они показывают свое, говорят, слушайте, из-за политики там, вас же не интересовали наши внутренние сильно конфликты, которые были там в Африке, там, в Юго-Восточной Азии. Мы вам покажем, сколько у нас всего погибло. Ну, что-то весь мир как-то так вот на это смотрел Знаешь, есть неоспоримый факт. по-всякому. Есть неоспоримый факт, это орки перешли границу с Украиной, а не наоборот. Да, и Безусловно. это всему сообществу понятно. У нас вот к тому, что я с тобой полностью согласна, и ты как-то сам говорил, мы говорили об этом с тобой, что по сути сейчас ситуация такой лакмусовой бумажки для всего европейского сообщества, которая показала вскрыла все болячки. Да, безусловно. Безусловно, они поддержали Путина своей так называемой толерантностью, своим желанием не ссориться, признать якобы сильного, ну, в принципе, сильного, да, ну и так далее. Ну и плюс агентура. У меня как раз есть отличная, я попрошу поставить, первая фотография. Посмотри, вот сегодня центр, сейчас нам покажут, первая, агентура по Европе.
Ну да, здесь маленький кусочек, а там на самом деле список очень большой. Мы не будем его зачитывать. Центр борьбы с фейками при РНБО опубликовал список западных политиков, экспертов и журналистов, какие просовывают российские нарративы. Нарративы все, по сути, одинаковые, как вот ты догадываешься, да? НАТО слишком расширялось и напугало Путина. Этого делать нельзя. Поставкой оружия мы затягиваем войну, а не ведем к переговорам. В России там сильная армия и прочее. То есть нарративы все нам известны. И делают это разные западные политики. Здесь есть и сенаторы американские, здесь есть журналисты европейские. И я думаю, понятно, что этот список только начало. На прошлой неделе как раз было сообщение, и в том числе нашей разведки, о том, что Москва усилила свою агентурную деятельность в Европе. Да, в том числе агентура, которая показывает поставки оружия, движение оружия в Украину. Ну, так оно ж не только это. Вот понимаешь, вот эта годами наработанная ФСБшная сеть, она настолько широка, она настолько глобальна. Я же тебе говорю, я за 2 года, даже просто делая какие-то собственные исследования, что касается Беларуси, там, нашей ОПЗЖ, так называемой пророссийской, уже столько увидела. Это что касается только этого. Там аффилированность и в Чехии специальных корреспондентов, там, и в Германии, и даже в Литве, и там, и там, и там, где все это просовывается, где на все закрываются глаза, а по сути просовывались газпромовские нарративы. Этих ручек я представляю, насколько много, насколько они все сидят. И, кстати, у нас сегодня новость, ты такие любишь. К вопросу агентуры. Сейчас я попрошу показать фотографию. У нас она, ты узнаешь, 6-я. 6-я фотография. Ты наверняка этому порадуешься. Это руководитель СБУ Крыма был, который продолжал. Его уволили указом Зеленского в марте. Олег Кулинич, задержанный экс-глава СБУ в Крыму Олег Кулинич, который продолжал работать все это время после увольнения, несмотря ни на что, как бы в СБУ, присутствовал здесь, передавал российским спецслужбам разведывательную и засекреченную информацию. Также участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной подрывной деятельностью против Украины. Знаешь, что такого персонажа? Олег Кулинич. Нет, наверное, не знаю, как-то так вот. Ну, Но здесь большая статья, что при этом он еще был, по-моему, советником Баканова. Даже так, да. И в РБК в том числе опубликован материал. Если кому-то интересно, можно почитать. Так вот, он был уволен в марте, только лишь 22 года. Наконец-то, слава богу, что его схватили. И там очень, очень длинный послужной список. С 2014 года, послужной список в кавычках, с 2014 года он был фактически сотрудником, офицером ФСБ параллельно, находясь параллельно в СБУ. То есть, ну, мы радуемся, что эти расследования есть, и они имеют свое логическое завершение, хотя бы сейчас. ты понимаешь, я тебе скажу такую штуку. Ну вот я люблю такую аналогию приведу. Мы четко понимаем, что сейчас у нас идет война. Нам четко понятно, вот тебе, мне понятно, но это называется, так сказать, априори, не требует доказательств, что Путин долго готовился к войне с нами, его агентура пронизала, так сказать, огромное количество, я думаю, что у нас агентов тысячи здесь, да,
в Украине на разных реальных агентов, на разных должностях стоят. И вот тут кого-то словили. Ну, хорошо, словили, да, молодцы. Словили там одного Ну, полувысокопоставленного сотрудника. мгм. Там я смотрел, СБУшники типа 80 человек словили за эти 3 месяца. У нас еще одна проблема, которую где-то Зеленский не понимает уровень своей ответственности перед страной, в каком формате. У нас была выстроена система отбора руководящих кадров в основном по 2 принципам. Первый принцип – это должен быть, так сказать, человек свой, вне Мгм. зависимости его компетенции. Ну, как, например, Баканов. Какой с него руководитель СБУ? Никакой. 0 с отрицательными всеми значениями. И таких же ставил и Порошенко, то же самое. То есть у нас система отрицательного отбора, это должен быть свой, и это должен быть негодяй, который исполнит любое приказание, потому что он свой. И это было бы еще да ладно, если бы они соответствовали, так сказать, 3-му критерию, если бы у них была компетентность. Вот человек компетентный, да, негодяй, да, мерзавец, да, но он может решать вопросы и задачи. А все государственного уровня, не только личные и частные, а государственного уровня. И когда возникает дилемма, как бы красная черта, он все-таки работает на государство, а не на, так сказать, свою банду, которую он привел. Так Мгм. вот, у нас сегодня проблема государственного аппарата, что частично мы видим, например, по части ЗСУ, я вот много общаюсь с нашими военными и все остальное, у нас эта система после увольнения, вот смотри, Таран был министром обороны, это был свой для Зеленского, который поставил, как говорят его, потому что папа попросил, потому что в домино они играли с папой, с этим пенсионером-маразматиком. И он его поставил министром обороны. Что должно было быть в голове у Зеленского, чтобы вот такого человека поставить руководить в тяжелый период для страны предвоенный министром обороны? Ну хорошо, все, слава богу, перед войной поменяли этих людей, и они сегодня формируют вертикаль управления, уже, в общем-то, стараясь, так сказать, компетентность поставить на первое место. И мы видим, как наши воины воюют, и война это такой триггер, который все-таки заставляет первых 2 позиции убрать ниже, а компетентность поставить на первое место. Но мы не запустили в государстве эту систему отбора. Мне рассказывают про те назначения, которые сейчас пытаются совершать, в том числе там, где Зеленский как главнокомандующий президент, там СВР, там и еще что-то. Это такие назначения, которые тоже на голову не налазят. Потому что помнишь, может быть, ты помнишь этот вот фильм старый советский «Ищите женщину»? Я, конечно, Помнишь? все это помню. К несчастью, да, помню. Когда там к мэтру подходит этот негодяй и говорит, ну, я, наверное, вы меня увольняете. Он говорит, да нет, выходите завтра на работу. Он говорит, почему? Говорит, я что-то столько всего. Он говорит, ну, я готов работать, предпочитаю работать с людьми, которые способны на все, чем с людьми, которые не способны ни на что. Так вот, у нас сейчас возникает тоже проблема, что наверх начали поднимать людей вот таких вот, не способных ни на что. В силу... У Сталина был простой очень пример. Вот я, как историк, любитель истории, Мгм. я увлекаюсь там людьми, которые творили историю на каких-то переломных моментах, там Наполеон, например, там Сталин. Эти 2 диктатора, но которые четко на каком-то этапе были крайне компетентны в одном простом вопросе. У них был очень отбор, они брали
наверх именно людей, способных на все и крайне компетентных. И если не получалось, то Сталин одних расстреливал, ну, Наполеон там их просто отстранял. И это работало. Сегодня в нашей демократии, демократии войны, нужно думать о том, чтобы заработала система, которая требует компетентности. СБУшники сегодня словили этого вот СБУшника, которого они там себе ловили, документировали, которого давно должны были поймать. Но мы задаем вопрос, а где сотни других? Они есть. Почему их не словили? Да потому что даже те люди, которые хотят словить, вот Баканов, предположим, что он хочет словить, это важно для него. Но он просто некомпетентен, он не знает, как руководить службой, огромным таким аппаратом, который до 2014 года ничем другим не занимался, кроме как крышеванием контрабанды и сигарет там, и всего остального. Потом он перешел на рельсы войны, потом его трясло, перетрясало, потом пришел Баканов, и все опять уныли, и теперь Баканов продолжает возглавлять эту службу, где ему место, ну, где ему вообще не место. Никак. Просто по своему бэкграунду. Он никто, и звать его никак. Продюсер. Или кто там он был, я уже не помню. Это должны быть те люди, которые знают, как работает этот механизм, и могут этот механизм заставить работать на результат, и параллельно вытаскивать тех людей, которых нужно вытащить наверх, которые могут этот результат давать, и, соответственно, их поощрять. Вот посмотри, как новая служба у нас работает. ССО. Да, есть проблемы, тоже есть куча нюансов, тоже туда пролезла куча всяких людей, так сказать, из старого мира там и т.д. и т.п. Но они показывают результат, мы видим, потому что и эта служба создавалась уже во время войны, туда набирали тех, кто отличился во время войны, и тут нужен был результат. И тут, так сказать, не накрошуешь контрабанду там или еще что-то. То есть набрались люди войны для войны, компетентные. Отобрали, так сказать, лучших из лучших в разных вариантах, и они сегодня работают, и мы ими можем гордиться. Потому что мы видим, что происходит на поле боя. Я сталкиваюсь с этими людьми, руководителями, я вижу их глаза, я вижу их, так сказать, желания, я понимаю, что это те люди, которые на своем месте. Да, должны быть, я согласна. Вот это проблема, что у нас весь аппарат это 95-й квартал, который вот продолжает лезть. Посмотри в экономике, что творится. Смотри, подожди, ради защиты опять с моим оптимизмом, да? При всем согласии я не имею права судить, ты знаешь, да, даже свои впечатления не имею права в должном объеме показывать, но тем не менее, опять же, сбройная сила. Вот. Это же тоже есть некая заслуга главнокомандующего сегодня. То, что происходит. И сам главнокомандующего или верховного? Да, верховного главнокомандующего, я имею в виду. Ну, хотя бы правильная расстановка людей, заслуживающих, ну, как минимум, уважения, а некоторые меня просто и восхищение. Ну, правильно. Его заслуга в том, что он поставил двух правильных человек на должность министра обороны и главкома. И не мешает им работать. Вот это его главная заслуга. Помогать он ему не может. Потому что он тоже абсолютно некомпетентен в войне. Он им может помогать политически, да, но это работа, скажем, уже его как политика. И главная его задача я тебе скажу, признать собственную некомпетентность и не лезть, это иногда гораздо лучше, чем пытаться помочь, когда ты некомпетентен. Конечно. И навязывать собственную волю. Понимаешь? И это уже хорошо. Нет, это очень правильно, когда человек осознает уровень своей некомпетентности, делегирует, так сказать, свои права, полномочия и поддерживает тех людей, которых он назначил на должность. Наконец-то. Но мы платим сегодня огромные ошибки за Тарана и Хамчака. Это тоже нужно не забывать. Ну ладно, война, так сказать, сегодня идет. Но мы видим те подковерные игры, которые там пытаются играть, так сказать, люди. Была же какая-то эйфория, помнишь, у нас месяца
полтора-два. Ну что вот мы ломим сейчас вот все вот это вот. А потом Мгм. все-таки все начали понимать, что война будет долгой. Долгой. А для долгой войны нам нужна правильная экономика. Вот скандал, который сегодня у нас непрерывный скандал идет с Гетманцевым и с Ермаком. Да? Ну, это международный скандал. И с Гетманцевым скандал был в Лугано, который подготовил безумные планы, все с него посмеялись, я так понимаю, люди, к которым приехали вот эти Да, вот это так ты в прошлый раз рассказывал. Мгм. специалисты. И то, что происходит в скандал с Ермаком, и реакция на нашу конгрессвумен Викторию Спаркс, это же позорная была реакция. И посмотри, как эти шавки кинулись гнобить эту Викторию, этот Милованов, как вот этот социопат. Он просто больной человек. Понимаешь, вот помнишь, у нас был такой доктор Пи? Помню. Помнишь, нет? Не помнишь? Помню, Помнишь? помню, помню. Который там запоминал какие-то там пи, сумасшедшие цифры, потом он был нейрохирургом, делал операции, там, это все. А потом оказалось, что это мошенник, идиот, социопат, был просто больной человек. Его посадили в тюрьму. Так один в один Милованов то же самое. Он не пройдет никакое психиатрическое исследование, потому что ему нужно просто поставить правильный диагноз. А он у нас, по-моему, депутат, нет, он возглавляет и Укроборонпром, наглядовую раду, и раду, которая занимается реформами. Ну, я повторяю, говорю откровенно, что это я занимаюсь там психологией, но тоже там, этот человек болен, его нужно лечить. У него тонкая болезнь такая, не явная с волдырями, да, у него Мгм. внутри проблемы. И посмотри, как он ответил, позволяет А я, себе вот это я это пропустила, ничто. я не видела. Я пропустила это, я не Это видела ответ. ничтожество послало матом фактически с таким, знаешь, публично Викторию Спаркс, которая делает все, чтобы мы бы получали оружие, которая имеет огромные, так сказать, козыри в республиканской партии, влияние на республиканскую партию, потому что единственный человек с Украины, которая заставляет республиканскую демократическую партию давать нам больше, и у которой огромные ресурсы занять после вот этих выборов в Конгрессе серьезные, так сказать, позиции. И вообще это растущий лидер республиканской партии. И вот эти шавки Зеленского начинают лаять на кого? На того, на руку, которая их кормит. Это Подожди, настолько позорно. подожди, может быть, моя некомпетентность, но не она ли, не она ли при этом, я не глубоко погружена, сразу тебе скажу, в тему, то есть я читаю, при всем при том, не она ли высказала сомнение, что оружие идет как раз по поводу Байдена, что оружие идет не совсем туда, куда должно идти, а Пентагон это опроверг. Кстати, вчера. Правильно. Смотри, штука-то очень простая. Я вот слушал ее интервью с Бутусовым, очень хорошее. Мгм. У нее очень простой нарратив и очень правильный. Она говорит, нам для того, чтобы снять все вопросы, которые муссируются в информополе, в том числе и русские их забрасывают. Это правильно. Я бы на месте русских тоже бы эту тему забрасывал, что Украина продает оружие, которое получает. Я понимаю, что это абсолютный как бы фейк, потому что невозможно ничего продать из того, что мы получаем из тяжелого вооружения, но там они забрасывают тему, что могут продавать там стрелковое оружие, какую-то там ерунду, да, там сказать, Мгм. легкое вооружение, там,
и все остальное. Я бы на месте русских, конечно, бы эту тему качал. Помня еще тему Кольчуги там, и дискредитации нашего руководства. Так она говорит, давайте сделаем четкую систему, где наши налогоплательщики американские будут понимать, что есть система, которая все отслеживает, где мы всегда вам можем дать ответы на все вот эти ваши вопросы. А этой системы нет. И она правильно говорит, что есть сегодня, как бы мы ни говорили, в нашем обществе большое недоверие к Ермаку, которым своим наглым поведением изображает из себя минимум вице-президента, и который курирует огромные, который фактически управляет государством. Офис президента сегодня управляет государством. В офисе президента фактически кабинет министров это просто одно из, так сказать, отделов офиса президента. И к Ермаку были проблемы, шлейф за ним идет очень тяжелый. Я знаю о нем, я знаю. Угу. И Я думаю, что на эти вопросы нужно дать ответы. Если бы Ермак, вот этот вот ларечник, который в Киеве занимался расставлением ларьков, это вся его успешная бизнес-деятельность, был ответственным политическим лидером, он бы, безусловно, бы на это мог отреагировать по-всякому. Но ни в коем случае не говорить своим ботам и этим мерзавцам начните гноить и поливать Викторию Спаркс. Мы не говорим о том, что он мог бы уйти в отставку. Предположим, это для него невыносимо сложное решение. И предположим, что Зеленскому с ним удобно, так как он там, во многих вопросах закрывает там, вопросы Зеленского там, и более, предположим, в чем-то компетентен на том своем уровне. Это тоже проблема, держать вокруг себя такого. Но нужно было красиво, правильно ответить. Сказать, да, мы готовы. Я бы на него месте сказал бы, отлично, слушайте, Виктория, спасибо, что вы подняли эту тему. Меня уже, я честный человек, меня уже задолбало и наша украинская, так сказать, политические игрища вокруг моего имени. И то, что это перекинулось на Запад. Вот давайте, мы готовы. Что вы хотите? Следователи ФСБ, приезжайте, конгрессмены. Я готов ответить перед Конгрессом. Я готов ответить на все вопросы искренне, честно. Давайте вот сделаем совместную комиссию. Я буду отвлекаться от своих важных дел, отвечу на все вопросы, чтобы мы этот вопрос закрыли раз и навсегда. Вот спасибо вам, Виктория, за ваш запрос. Ну, это было бы правильно. Но мне сложно с тобой не согласиться, да. Они рассказывают, что Виктория Спаркс, которая пробила нам огромный ленд-лиз, помогла и вообще лоббирует наши интересы, так сказать, чуть ли не агент ФСБ. Ну как такое может быть? Это потому что что-то не понравилось. Как? Ну да, я согласна с тобой, Марк, я спорить не буду. Клоп, ничтожество. Мне может не нравиться какой-то посыл кого-то, так, но есть дипломатия, есть политика, и ты должен отреагировать достойно в любом случае, для того, чтобы сохранить отношения, показать себя как минимум политической фигурой, несклочной. Конечно. Ну, я понимаю, что но республиканцев этого не будут сильно прощать. Они будут это все помнить. И я понимаю, что... Но это все отражается на нашей стране. Ну, хорошо, что будут заставлять нас создавать институты, которые будут давать внятные ответы на эти вопросы. А на вопросы Конгресса фактически, на вопрос целой республиканской партии Милованов говорит фактически площадной бранью, мерзкой такой, что идите вы нахрен, и ты, сука, блядь, тоже иди туда же, то это абсурд. И этот человек, эта мразь Милованов, сегодня занимает высокие государственные посты. Ну, это чудовищно, просто чудовищно.
Но человек Согласна. конкретно признавался, что он дебил, что книжек не нужно читать, что он дебил, он учил людей, книг не надо читать. Ну, о чем мы говорим? Это просто какой-то театр абсурда. Так вот я про это говорю, что вот таких людей нужно удалять от государственного управления, построить правильную систему государственного управления, у нас сейчас вот война проявила огромное количество людей среди бизнеса, которые впряглись в работу по защите Украины. Люди создали там огромные хабы в Европе. Люди в Украине проводят гигантскую деятельность, стратегическую деятельность. И это все на волонтерских, так сказать, засадах. Вот таких людей нужно поднимать. У нас организовано огромное тысячи центров, где люди проявляют себя. Вот в этом состоит государственная политика, что этих людей нужно каким-то образом мотивировать, давать им возможность подняться и выстраивать что-то. У Порошенко такое было, помните, пару лет был волонтерский десант, когда нам нужно было армию все-таки одеть, обуть, поменять все ГОСы там и все остальное. Туда пришел волонтерский десант, пару лет поработал, что-то поменялось, потом все начало затихать, люди оттуда ушли. Но изменения остались. Сегодня это нужно делать, а мы сегодня этого не видим. Одних видосиков Зеленского ежевечерних, хороший, мотивирующий, говорит правильные слова, он вот в этих видео на своем месте. А Ермак не на своем месте, потому что именно он купирует всю систему, которая бы поднимала компетентных людей вверх по государственной лестнице. Он себя обложил людьми, которые ему удобно, они выстроили свои схемы, они продолжают сегодня, они не заканчивали, брать чудовищные взятки за назначение на любые государственные посты. Я это знаю, мне люди это рассказывают. Причем на посты такого уровня, как это там, замгубернатора, условно говоря. Угу. Это все продолжается. У нас система, и любой нормальный человек туда не идет. Когда ему говорят, хочешь, мы тебя назначим? Ну, он говорит, я вообще не хочу, но если Родина говорит, то я пойду. Говорит, ну, у себя столько-то денег. Он говорит, ну, все, идите в жопу. Вот такая история. И это у нас грустная. продолжается. Грустная, конечно. Поэтому это надо освещать, об этом надо говорить, а не в ура-патриотизме, что у нас вот такое все. Ермак, светлое пятно или темное пятно на светлом, так сказать, образе. Да нет, это человек, который сегодня мешает росту того нового, что пробивается сквозь войну. Ну так, но согласись, что инфополе-то не молчит. Ты говоришь, об этом по большому счету говорят. И это и есть противодействие. Друзья, я, кстати, мы ни разу не сказали за сегодняшний эфир, а это вот прям виню себя. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, делитесь видео, помогайте Збройным силам Украины и помогайте журналистам канала ОМН. Я ко всему присоединяюсь. Мне даже неудобно, знаешь, как-то надо поспорить бы, а я соглашаюсь с тобой. Хочу поставить мотивирующее видео. Ты сейчас сказала мотивации. Это видео, знаешь кого? Интервью с генералом Вальдемаром Скшипчак, экс-командир сухопутных войск Польши. О чем, собственно, видео? Интервью «Гордость Путина», 5-я гвардейская танковая армия, элитные войска российской армии были разбиты на полях Украины воинами ЗСУ. И он говорит о том, что это было неимоверно, поскольку войска в НАТО смотрели на эту первую гвардейскую танковую армию даже с завистью. Настолько она была а-ля сильна в их глазах. Мы можем послушать это видео, оно 8-е, кусочек інтерв'ю. Росії є те, що вони не були готові до тієї війни, не були готові до боротьби за сучасними методами.
Виглядає на те, що вони були готові до ведення війни традиційними методами, за прикладом Другої світової війни. І те, що зустріли на полях в Україні, було для них великим шоком. Українська армія побила їхню найкращу армію. Перша гвардійська танкова армія, елітарні війська російської армії були розбиті на полях України. Більшої історичної компрометації, такої історичної поразки не сподівалися. А українці першу гвардійську танкову армію, гордість Путіна, гордість російських командирів побили. То було щось неймовірне, бо всі ми, військові в НАТО, дивились на ту першу гвардійську танкову армію із такою заздрістю, що вона така чудова, бойова, ідеально обладнана, сучасна, натренована армія. Виявилося, що це лише міф. Ви дуже швидко на перших тижнях війни розібралися із тією гордістю Путіна. Да. Кстати, сегодняшнюю, я тебе по поводу, мы говорили о Европе, да, о тех, кто сдает позиции, о тех, кто все-таки остается очень сильным, это Великобритания. Сегодня Британия готова, зачитаю новость, Британия готова воевать с Россией, если РФ нападет на Лондон или одно из государств-членов НАТО. Об этом в эфире Sky News заявил командующий королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Вингстон. По его словам, Британия вместе с партнерами ежедневно готовится к подобному сценарию. Для меня нет сомнений, что Россия – это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности и цивилизации. Просто взгляните на ее действия не только в Украине, но в Грузии и так далее до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Ну вот Великобритания, согласись, в принципе демонстрирует самое адекватное восприятие российской угрозы, российской антицивилизации. У меня был разговор, по-моему, я тебе говорила уже, с бывшим министром нацобороны Литвы, который взаимодействует с британской разведкой. И, ну, в общем, вещи, которые озвучивались легко, и им озвучивались. Потому что Британия не воспринимает, как многие европейские страны на сегодняшний день или лидеры, Путина, знаешь, вот сначала с этой точки, да, оставляя толерантность какую-то за прошлое и частично за настоящее. А Британия, она как бы намерена, готова идти до конца в борьбе с Россией. А до конца я имею в виду в том числе помощь в развале империи. Ну, тут что, понятно, почему Британия такой молодец. Тут есть два момента, мне кажется. У Британии есть славное прошлое, и Британия, скажем, славное прошлое, которое англичанин может гордиться. Мы сейчас не будем говорить, насколько оно славное, так сказать, для всего мира, да, но у британцев есть, так сказать, история, да, история гордого народа, история империи, история победы в Первой мировой войне, история победы во Второй мировой войне. И потом, понятно, куча проблем. И это их достает, так сказать, помогает им сегодня занять правильную позицию. Слава Богу. Ну, Британии ты не забывай, посмотри, у них же весь Лондон это скуплен Москвой. Они очень сильно, москвич, Россия, да, туда загоняла своих олигархов. И даже самый позорный факт, наверное, как мне кажется, с моей точки зрения, позорный факт, это у них один из русских, так сказать, детей олигарха, приближенного к Путину, он стал пэром Британии. То есть настолько британская элита тоже неоднозначна. Ну, кстати, во время Второй мировой войны тоже в Британии была проблема в том, что часть британской элиты во главе с наследным принцем, по-моему, да, они были за Гитлера. И почему вот этот вот перелет
этого на самолете вылетела из головы Гесса в Лондон. Это была попытка договориться с вот этой частью английской элиты о том, чтобы заключить мир или с Германией вместе делить мир. Мы не должны забывать, что вот это все сегодня тоже оно может быть. Слава богу, что сейчас правильный премьер. Посмотрим, кого они выберут. Это тоже какой-то такой удар, чем это все закончится для нас. Нужно смотреть. Ну смотри, по Но кандидатурам они не уступают-то на самом деле в своей русофобии в отношении, ну, русофобии условной, я говорю, в данном случае политической. Ну, по крайней мере, из тех, что мы видим кандидатур. Понимаешь, русские всегда я после надеюсь, что там все хорошо. Я британцы имею в должны виду. Мгм. понимать, что они сейчас хотят стать, перезапуститься как имперская нация, а перезапуститься они могут только за счет России. Поэтому или Британия, или Россия. Да. Если Россия победит, то она будет диктовать Европе условия. Если победит, так сказать, Европа и Британия, то за счет, так сказать, расчленения России и репараций, то мир будет геополитически меняться. Поэтому стратегические интересы британцев и США, они понятны. Они противоречат, так сказать, существованию России в том виде, в котором она есть. Я, знаешь, тебе на примере маленькую ремарочку, и мы можем уже, собственно, заканчивать у нас. Маленькую ремарочку на примере Литвы. Ты сейчас сказал про русских, да, которые в Великобритании. Я понимаю, что на примере Литвы. Потому что Литву я знаю очень хорошо, и при этом, смотри, при общей русофобскости Литвы, а это так и есть, да, учитывая весь опыт исторический, там при этом располагаются «Медузы», там различные российские издания с большим очень газпромовским душком, например. Точно так же, как офис там Тихановской тот же. И часть политикума литовского возмущается этим, эстонский политикум возмущается, зная связи с «Газпромом» и так далее. И про российскую риторику. И часто как бы возникает у людей вопрос, почему вот литовцы это терпят. Да? Я думаю, что, возможно, есть, я не знаю, но предполагаю, по Великобритании. А литовцы даже это не знают. Вот ты возьми среднестатистического литовца, да, они живут совершенно в своей парадигме. Есть некая такая типа оппозиционная община, типа россиянцев, типа оппозиционная, таких либералов, мы знаем каких, типа хороших русских, со своими нарративами. Среднестатистический литовец этим не интересуется. Вот в принципе не интересуется. Вот мне кажется, что в Великобритании может быть приблизительно такая же история. Да, точно так же залазят в Литву, в Латвию, в Эстонию, там какой-то пророссийский бизнес, конечно, находя определенное количество агентуры, там осваиваясь, выживая. А толерантное общество, в целом ненавидя русню, просто слегка дистанцируется от этих людей. И глубоко не вникают. Просто не вникают. Вот поверь, я туда часто очень ездила. Литва мне очень близка, и у меня там куча друзей, и я знаю, что они даже просто не знают. Да, мы там возмущаемся, стоят там офисы «Медузы», сидят какие-то олигархи российские и так далее, а они этим не интересуются. Они живут уже совершенно в своей парадигме. Вот просто об этом не думаем. Это несет определенную опасность, но к тому, что нет приятия этих людей. Вот что я хочу тебе сказать, понимаешь? Они просто не интересуются вопросом. Вот и все. Те своей жизнью, эти своей жизнью. Вот так. Ну, поэтому и нужна элита, которая правильно понимает стратегические задачи государства, своего народа, своей нации, и заставляет всю остальную, так сказать, неинтересующуюся массу занимать какие-то правильные позиции и понимания. Ну, подталкивая это, скажем так, или во всяком случае оставляя их в нейтралитете. Но у нас же проблема другая, у нас же демократия, у нас же все голосуют, понимаешь? Да. И Да. интересующиеся, и не интересующиеся. Не интересующиеся, как в любой демократии.
Как в любой любой демократии. демократии. Поэтому вопрос информополя и пропаганды, и вот этого вот, и главное то, с чего вот мы начинали. Вопрос людей всего мира, нашу Украину, Европу, США и весь мир должны объединять какие-то общие глобальные цели и задачи, которые будут понятны всем и которые будут приятны всем, интересующим. Вот это все понятно. Ну вот как Маск делает. Говорит, я запустил всемирный интернет. Мгм. Всем хорошо, правильно? Вот Ну так. вы сможете пользоваться с любой... Это. Там, открыли бы... Там, ну, сейчас про это не будем говорить. То есть нужны глобальные задачи, глобальные цели, глобальные смыслы. Их нужно промыслить, найти и потом внятно артикулировать. Это очень важно. Вот на этой славной и правильной ноте мы, наверное, сегодня будем заканчивать эфир. Друзья, еще раз Давай. прошу всех быстренько поставить лайки нашему эфиру. И все, кто с нами соглашается, и кто не соглашается, тоже ставьте лайки. Пишите комментарии. Ну что, прощаемся. Да, До следующей всего встречи. доброго. Вся буду До Украина. Я попрошу, подожди секундочку, я попрошу в конце поставить видео. Мой любимый Rolling Stones, Мик Джаггер, спел вместе с детским украинским хором. 9-е видео. Отлично. Well, a soul hurts deep at the reception. A glass of wine in her hand, and I knew she gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. But every try sometime, you just might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair shares of abuse, saying we're gonna vent our frustration, and if we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Yeah, you can't always get what you want. And you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Sugar, sugar. When I went down to the Chelsea drugstore to get your prescriptions filled, I was standing in line with Mr. Jimmy
I sung my song to my friend Jimmy, and he said one word back to me, and that was dead. And I said, now then you can't always get what you want. Yeah, then you can't always get what you want. That's right. Now you can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you get what you need. Now it's your turn. Here we go. Yeah, and you can't. Yeah, that's good. Come on, and you. Right. Come on, and you can't. I like that. Come on, and you can't. And the soul, who's the deep, and the reception. In a glance, who's a bleeding man. She's a practiced at the arts of deception. I can tell by the bloodstained hands. Yeah, and you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Will you try some?